Здравствуйте, меня зовут Зорин Давид Капитонович. Я ученик 8 Б-класса Сунтарского политехнического лицея-интерната. Я в данный момент пребываю в корпусе МАН. В проекте «Я Миш» и занимаюсь я экомониторингом водной системы. Вот, например, это дистиллированная вода. Она используется для очистки разных, например, капсул, пробирок, колбочек. Этот проект очень интересный, ведь я увлекаюсь водой и флорой, фауной и ее с самого детства. Почему же я этим увлекаюсь? Потому что около моего дома располагается озеро, которое я хочу очистить. Оно на данный момент является очень грязным, и поэтому я уже в состоянии разработки плана вместе с Министерством экологии Якутии, Республики Саха-Якутия, и проект скоро начнет осуществляться. Живу я в селе Сунтар, Сунтарский район, Республики Саха-Якутия. Угу. Как называется озеро? Озеро называется Тумуска. Угу. Вот. И какие работы требуются для очистки озера? Для очистки требуется, во-первых, очистить дно и саму воду. Дальше нужно провести разъяснительные работы с населением, чтобы они не загрязняли это озеро дальше. Угу. А как население загрязняет воду? В принципе, раньше была публичная баня и молокозавод, которые отходы сбрасывали именно в это озеро, а также прибрежные дома сливали туда сливные отходы. А еще население бросает разный мусор. Например, раньше там был мясокомбинат, он тоже свое дело сделал в этом деле. И дальше люди мусорили, бросали разные бутылки, пачки от чипсов, сухариков, ну или даже рак. Угу. А вот какие работы надо провести для очистки воды? Для очистки воды есть разные методы. Например, химические, можно использовать бактерии, но это рисково. Так что лучший вариант, который можно сделать, это высадить растения, которые переработают эту воду. Они называются эйхорнии, и они очень эффективны, ведь могут переработать даже ракетное топливо. Угу. То есть они в условиях Якутии живут, эти растения? В условиях Якутии живут, да. Я видел проект, когда я участвовал в НПК, был один такой молодой человек с этим проектом про эйхорнии, и они прижились. За ними, конечно, нужен постоянный уход, но они очень хорошо справляются со своей работой. Угу. И тогда сколько будет стоимость проекта по очистке воды? Стоимость очистки озера мы пока не подсчитали. Это будет в будущем, когда проект будет полностью закончен. И данная сумма будет спонсирована Министерством экологии Республики Саха-Якутия.